Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». С главными темами дня вас познакомлю я, Ольга Панова. В Министерстве регионального развития России подвели итоги конкурсного отбора субъектов Федерации для участия в реализации подпрограммы обеспечения жильем молодых семей. В итоге 378 миллионов рублей дополнительных субсидий по программе «Жилище» на 2011-2015 годы распределены между 19 регионами. Чувашская республика получила на поддержку молодых семей почти 70 миллионов рублей. Это самая большая сумма среди регионов, участвовавших в перераспределении государственных субсидий. Полученные федеральные средства позволят в текущем году дополнительно обеспечить комфортным и современным жильем 380 молодых семей Чувашии. Всего же с 2006 года, когда начала действовать федеральная подпрограмма, получили государственную поддержку и отпраздновали новоселье 3357 пар. В воскресенье, 14 октября, в Чувашии будут проходить дополнительные и досрочные выборы. В 17 муниципалитетах изберут 25 глав и 12 депутатов представительных органов сельских поселений, 9 депутатов районных собраний депутатов. На сегодняшний момент все организационные вопросы решены, работа идет в соответствии с графиком, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Александр Цветков. В выборах участвуют 134 зарегистрированных кандидата. В этот раз кампания по выдвижению прошла без нарушений. Ни одной жалобы по вопросам регистрации в ЦИК не поступило. Кандидатов выдвигали очень активно. Традиционно региональное отделение политической партии, Всероссийской политической партии «Единая Россия» участвует во всех выборах. Это позиция партии, насколько я знаю. И они выдвигают кандидатов, всегда стараются выдвигать на любых избирательных кампаниях. Также у нас активно участвовала Либерально-демократическая партия Российской Федерации. Они выдвинули 24 кандидата. От Компартии на сегодняшний день 13 кандидатов, их было 14. Одному из них было отказано в регистрации, вот сейчас осталось 13. И точно так же одного кандидата потеряла «Справедливая Россия». И было 4 кандидата от «Справедливой России», и один из них, кандидат в Цивильское районное собрание депутатов, написал заявление и сошел с дистанции по собственному желанию. И на сегодняшний день у нас 48 кандидатов самовыдвиженцев остаются в избирательных бюллетенях. В 5 случаях выборы будут проходить на безальтернативной основе. Избиратели выскажутся за или против одного кандидата. Подобным образом придется голосовать жителям Батревского, Шамуршинского и Ядринского районов. Несмотря на то, что в предстоящих выборах планируется участие всего 44 тысяч избирателей, что составляет менее 5% от общего количества избирателей республики, дню голосования уделяется большое внимание. И прежде всего это касается обеспечения безопасности. В каждом из 17 районов будет усилена охрана общественного порядка. На всех 89 избирательных участках будет вестись видеонаблюдение. Будем устанавливать приборы видеофиксации, так называемые видеорегистраторы. Их будет по 2 на каждом участке, и они будут записывать в течение дня голосования все то, что происходит на избирательном участке. И затем мы утвердили порядок хранения этой информации. Эта информация будет храниться в течение 1 года. То есть в случае возникновения спорной ситуации, в случае возникновения какого-либо конфликта, жалобы, мы можем поднять этот видеоматериал, посмотреть, оценить и сделать выводы, кто прав, кто виноват. Напомним, в октябре, равно как и в ноябре и в декабре, мы голосуем в последний раз. Со следующего года введен единый день голосования, 2-е воскресенье сентября. И все выборы будут приурочены к этой дате. Галина Титарчук, Алексей Иванов, Андрей Шоклев. Республика. Работники почтовой отрасли сегодня празднуют свой профессиональный праздник – Всемирный день почты. Именно в этот день, в 1874 году, был образован Всемирный почтовый союз. Специально к празднику Всемирного дня почты проходит традиционная Международная неделя письма. С 9 по 14 октября во всех отделениях Чувашского филиала Почты России конверты и открытки будут гаситься специальным памятным штемпелем. К слову, сегодня в состав Чувашского филиала Почты России входят 9 почтамтов и автобаза. Услуги предоставляют 410 отделений связи, из них 310 в сельской местности. Численность работников филиала составляет 3700 человек.
По решению Московского районного суда Чебоксар после внесения залога в 20 миллионов рублей из изолятора временного содержания освобожден Семен Млодик. Бывший председатель Совета директоров «Промтрактор Вагон», бывший депутат Госсовета Чувашии прошлого созыва, ныне заместитель генерального директора Уралвагонзавода, один из ведущих менеджеров России. По данным сайта безформата.ру, он включен в топ-лист «Индустриальная элита России-2012», составленный деловым интернет-порталом управления производством. 5 октября Семен Млодик был задержан в Чебоксарах в рамках уголовного дела по подозрению в мошенничестве. Оно было возбуждено следственными органами в апреле этого года. Материалы уже насчитывают несколько томов, а расследование все еще продолжается. Млодик обвиняется органом следствия в совершении 2 умышленных преступлений, а именно совершение мошенничества, то есть хищение путем обмана денежных средств ЗАО «Промтрактор Вагон» на сумму 273 миллиона рублей. Кроме того, он обвиняется в легализации, то есть отмывании данных денежных средств, то есть 273 миллионов рублей, полученных преступным путем. По версии следствия, подозреваемый похитил деньги предприятия, а потом провел их через множество фирм, в том числе тех, что вовсе не осуществляли какую-либо финансовую деятельность. Потом на денежные средства приобретались акции «Промтрактор Вагона». Дело находится в ведении отдела по расследованию особо важных дел СУ-СКА. Оно беспрецедентно. Под обвинение попал особо крупный топ-менеджер, которому инкриминируют хищение в особо крупных размерах. Чувашские оперативники установили одного из мошенников, который звонил жителям республики и представлялся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщал потерпевшим, что их близкий родственник попал в ДТП или совершил какое-то другое преступление. Чтобы не возбуждать уголовное дело, лжеполицейский предлагал заплатить деньги. К сожалению, некоторые граждане, особенно пожилые люди, верили преступнику и перечисляли все свои сбережения на указанный им номер сотового телефона. Полиция приступила к поискам злоумышленника. Были проведены ряд оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которым нам удалось установить, что преступники, которые осуществляли звонки потерпевшим жителям нашей республики, находились в Самарской области в одном из учреждений УФСИНа. Одним из подозреваемых оказался 35-летний житель Самары, отбывающий наказание в исправительной колонии. В настоящее время он этапирован в Чувашию, где в отношении него проводятся оперативные и следственные мероприятия. Уже установлена его причастность к 12 мошенничествам в отношении жителей республики. Физкультурно-оздоровительные комплексы приходят на помощь морально устаревшим базам спортивных школ. Благодаря их слиянию в одно учреждение в районах республики стало больше приверженцев здорового образа жизни. По оценке федеральных властей, в Чувашии различными видами спорта занимается треть населения. И это далеко не предел. Завлечь подрастающее поколение в сельские ФСК удается благодаря условиям, которые там созданы. Желающих записаться в спортивные секции в последние годы стало в разы больше. Когда в Козловке появился новый оздоровительный комплекс, уроки физкультуры в школах стали пользоваться большой популярностью. Дети, которые живут в ближайших от города селах, приезжают сюда на плановые занятия. Теперь в их учебном расписании появилось и плавание. Из бассейна, говорят учителя, ребят просто не выгонишь. Мне нравится здесь. А почему здесь тебе нравится? Потому что можно поплавать. Хорошо. Ты научился плавать? Да. А как ты плаваешь? Хорошо. В последние годы именно благодаря оздоровительным комплексам в республике стало больше профессиональных пловцов. Переехали в новый ФСК и воспитанники районной спортшколы. Раньше им приходилось заниматься спортом в аварийном здании, на старых снарядах. Теперь козловским мальчишкам и девчонкам могут позавидовать даже ребята из Чебоксар. Мы получили лицензию на образовательный вид деятельности по 13 видам спорта. Это и футбол, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, борьба, хоккей, плавание, настольный теннис, вот и другие. Вот будничные дни и такие дни у нас как муравейник здесь. Если вот со стороны смотреть, около входа, они как муравейники, люди всегда у нас есть. Власти республики отмечают и другие результаты. Благодаря слиянию комплексов и спортшкол удалось значительно снизить административные затраты. Стало меньше руководителей, но больше хороших тренеров. 8 месяцев текущего года фактическая загрузка комплекса составляет 1 миллион и 0,8 тысяч человек посещений.
На долю школьников приходится около 36%, учащихся спортивных школ 28%, трудящихся 24%. Эффективно используются комплексы в Чебоксарском, Козловском, Яльчикском, Цивильском, Аликовском, Урмарском районе, в Урнарском, в городе Канаш. С появлением оздоровительных комплексов на селе начали культивировать и совершенно новые виды спорта. В районах модно стало заниматься аэробикой и бальными танцами. Работа сельских ФСК должна принести результаты в самые ближайшие годы. По прогнозам, физкультурой и спортом будет заниматься половина всего населения Чувашии. Причем эти планы вполне реальные. Дмитрий Ковалев, Оксана Александрова и Николай Яковлев. Республика. Чебоксарская Чувашская епархия стала метрополией. Постановление об этом принял накануне Священный Синод Русской Православной Церкви под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На территории Чувашии основано 3 епархии – Чебоксарская, Канашская и Алатырская. Первую возглавит митрополит Варнава, Канашскую – владыка Стефан, которому присвоен титул епископ Канашский и Янтиковский. Алатырскую епархию – иеромонах Федор Белков, клирик Чебоксарского храма Рождества Христова. По словам заведующего канцелярией епархии Сергия Пушкова, это было сделано для удобства управления и для более тесного общения архиерея со своей паствой. В Чебоксарах с 20 по 25 ноября будет проходить Международный оперный фестиваль. Он радует жителей и гостей города уже 22-й год. И каждый раз это яркое и запоминающееся событие. И в этом году зрителей ждет немало сюрпризов. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы один из главных героев оперы выступал песок? В этом году увидите. В Чувашском театре оперы и балета решили ввести его в легендарную оперу «Аида», справедливо рассудив, что с лучшим символом Древнего Египта не найден. Опера будет не совсем в традиционном плане, поскольку здесь есть включение пескографии. То есть это рисунок песком на стекле, который отражает какие-то культуру какую-то, да, образ Египта, пирамиды вот эти красивые, да. «Аида» – одна из сложных постановок, но имеет ее в репертуаре хотят все театры без исключения. Наша труппа грезила «Аидой» довольно долго, но из-за нехватки актерского состава, других сложностей мечта оставалась неосуществимой. То, что спектакль выходит в канун года Верди, объявленного ЮНЕСКО во всем мире, наши артисты считают подарком великому композитору. Кстати, пескография далеко не единственное новшество, отличающее нашу «Аиду» от классического прочтения. Плюс к этому будет использоваться проекция балетных номеров. К тому же сама идея характеров, трактовки характеров совершенно другая, не такая, как обычно принято видеть в этой опере. Ну и, конечно, сильнейший эмоциональный накал. Еще одно новаторство, да, нововведение, то, что вокалисты будут не только петь, но и танцевать. Увидеть и прослушать «Аиду» можно будет уже в ноябре в рамках Международного оперного фестиваля. А весь следующий год, посвященный Верди, эта постановка, смеем предположить, будет значиться в афишах постоянно. Еще вот с этой стороны тоже. Каждый концерт этой группы всегда становится событием номер 1 в культурной жизни. Их приезда ждут миллионы фанатов по всей стране. В Чебоксарах выступил самый популярный и неоднозначный рок-коллектив современности. Такое амплуа критики прочно закрепили за музыкантами из группы «Сплин». Для поклонников из Чувашии они исполнили не только полюбившиеся всем песни, но и совершенно новые хиты. Одними из первых их услышал мой коллега Дмитрий Ковалев. Когда музыканты выходят на сцену, зал буквально взрывается аплодисментами. Такого ажиотажа на этой танцевальной площадке не видели давно. Чтобы увидеть известных рокеров воочию, сюда пришли более 4000 человек. Концерты группы «Сплин» всегда проходят с аншлагом. В начале 90-х лидер коллектива Александр Васильев и подумать не мог о такой популярности. Чтобы записать свой первый альбом «Пыльная быль», ему приходилось подрабатывать на съемках в рекламных роликах. Эта пластинка произвела настоящий фурор и разлетелась, как горячие пирожки. В один миг группа стала популярной и востребованной. Музыкантов стали приглашать на концерты, песни появились в ротации известных радиостанций и телеканалов. Эти хиты до сих пор на слуху у миллионов поклонников.
18 лет группа выпустила более 20 клипов и 10 альбомов. Их тираж зашкаливает за сотни тысяч. Казалось, что после презентации юбилейной пластинки рокерам будет сложно удивить фанатов. Многие песни из этого сборника долго не сходили с верхних строчек хит-парадов. На очереди 11-й по счету альбом. Сейчас фанаты группы ждут свет нового альбома. Называется «Обман зрения». Первый сингл из этой пластинки презентовали в сентябре на концерте в Великом Новгороде. В Чебоксарах Александр Васильев тоже исполнил новые хиты. Это гастрольное турне музыканты проводят в поддержку своей новой пластинки. После Чебоксар, Сплинов ждут еще десятки российских городов. В декабре Украина и Германия. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Это была информационная программа «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире.